Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы. Лесопожарная обстановка у села Сватай Среднеколымского района стабилизировалась. Огонь отступил. Сейчас угрозы населенному пункту нет. На базе Нерюнгринской районной больницы сформируют центр обследования жителей Южной Якутии. В скором времени завезут новое оборудование. 10 смельчаков смогли покорить заветный пик. Альпинисты из Якутии водрузили Знамя Победы на самой высокой точке северо-востока страны. Ночной ливень в селе Сватай Среднеколымского района стабилизировал лесопожарную обстановку. Ситуация находится под контролем, угрозы населенному пункту нет. Об этом нашему каналу сообщила замглавы села. Дизельную электростанцию отделили минерализованной полосой. По поручению главы республики из Среднеколымска вылетел вертолет для переброски аэромобильной группы МЧС из села Аликокуэль на помощь в тушении лесных пожаров в Сватае. Добавим, что информация об эвакуации части местных жителей, распространяемая в мессенджерах, не соответствует действительности. Напомним, из-за сильного ветра верховой пожар прорвался через реку Алазея в сторону села Сватай. По информации Сахаэнерго, огонь бушевал на расстоянии 800 метров от дизельной электростанции. Энергетики села Сватай Среднеколымского района принимают все необходимые меры для защиты дизельной электростанции от природного пожара. В условиях приблизившегося к объекту огня задействован весь персонал. Электроснабжение потребителей осуществляется в полном объеме. По сообщению главного инженера Среднеколымского РЭС АО «Сахаэнерго» Павла Шадрина, 6 августа из города Среднеколымск вертолетом направлены дополнительные материалы для защиты объектов от огня. Между тем, общая площадь лесных пожаров в Якутии продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки она выросла на 150 гектаров. Зафиксированы 130 природных возгораний, возникли 12 новых пожаров, 4 ликвидировано. Борьбу с огнем ведут 850 человек и 160 единиц техники. Сложная обстановка сохраняется в Верхоянском, Кобяйском, Аймиконском, Усть-Майском, Тампонском, Среднеколымском и Усть-Алданском районах. Задымление возможно в 2 десятках населенных пунктов на территории 6 улусов. С рабочим визитом в поселке Кызылсыр Вилюйского района сегодня находится исполняющий обязанности первого зампреда правительства Якутии Кирилл Бычков. В рамках своего визита он ознакомится с результатами деятельности компании ЕТЭК, которая занимается освоением территории района. В эти минуты он посещает производственные объекты, где его знакомят с активами компании, а также с ключевыми проектами, которые реализуются в текущем году. В первой половине дня также запланирован выезд на место строительства жилого комплекса для нужд сотрудников компании. Во второй половине дня Кирилл Бычков будет работать непосредственно в самом поселке, где посетит социальные объекты. Визит зампреда завершится облетом территории производственных площадок. Начали строить в первую очередь деревянных домиков для ИТР и для приезжающих сюда специалистов. Да, вот эти. Вся эта программа по конкретно строительству вот этой части будет у нас реализована в ноябре. В ноябре месяце все уже будет под крышей с коммуникациями, и это первая часть. Здесь у нас резервно, очевидно, будем достраивать чуть позже по мере необходимости. В этой точке мы планируем поставить малоэтажную застройку сделать. Вице-премьер правительства республики Ольга Балабкина совершила рабочую поездку в Нерюнгринский район. Здесь она посетила учреждение здравоохранения и провела заседание оперативных штабов. В Нерюнгре взрослая поликлиника готовится к капитальному ремонту, а на базе районной больницы сформируют центр обследования жителей Южной Якутии. В скором времени завезут комплексное медицинское оборудование, позволяющее выполнять различные виды диагностики. Таким образом, медицинская помощь для жителей станет доступнее и, что немаловажно, качественнее. Обсуждая начало учебного года в Якутии, зампред правительства отметила, что решения по образовательным программам принимают сами на местах. В ближайшее время оперштаб рассмотрит варианты учебного процесса, подходящие эпидобстановке. Сегодня нельзя сказать, что спокойной является обстановка в самом городе Нерюнгри и в Чульмане, где самые большие крупные муниципальные образования на территории района у нас. Почему я обращаю внимание особенно сегодня на эти вопросы? У нас с вами впереди возвращение людей из отпусков, возвращение детей.
И поэтому все меры, которые принимаются, они должны быть адекватными, всем понятными, и должна быть полная включенность именно глав муниципальных образований поселенческого уровня в ситуацию. Специальные контейнеры для утилизации масок и перчаток появятся в России. Ростех начал установку антибактериальных емкостей со специализированной системой сбора и обезвреживания средств индивидуальной защиты в отелях, организациях общепита и других общественных местах, говорится в сообщении. Внутри стального бокса закреплена герметичная емкость со средством для дезинфекции. Устройство создано Росхимзащитой совместно с группой компании «Экобокс». После дезинфекции специальным составом маски полностью обезвреживаются внутри контейнера и уже не представляют биологической опасности, а заполненный пакет герметично закрывается. Первые такие устройства установят на курорте «Роза-Хутор» в Сочи, сообщил Ростех. Всероссийская акция Минздрава страны «Тест на ВИЧ. Экспедиция-2020» завершается в Якутии. Цель акции – информирование по вопросам СПИДа, снижение дискриминации ВИЧ-положительных граждан и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию. В эти минуты с нами на прямой связи находится наш корреспондент Полина Долинская. Полина, приветствую, ждем от тебя подробности. Сергей, я тебя приветствую. Всероссийская акция «Тест на ВИЧ. Экспедиция-2020» стартовала 26 июля из Камчатки и Калининграда. Продлится она до 16 ноября. Будет охвачено около 200 населенных пунктов в 45 регионах. Конкретно в нашей республике данная акция пройдет в 3 населенных пунктах. Это город Якутск, Алдан, а также Нерингри. Акция началась для жителей нашей республики с 4 по 7 августа. Все желающие могли сдать анализы. И нам удалось пообщаться с организаторами данного мероприятия, которая рассказала, как наши горожане восприняли эту акцию. Я бы сказала, что с интересом. Да, очень часто люди гуляют по городу, видят яркие автомобили брендированные, подходят, спрашивают, что у вас здесь происходит. Действительно, часто люди отказываются от тестирования, поскольку ВИЧ-инфекция такая тема табуированная, все еще остается. Достаточно сложно прийти людям, особенно в маленьких городах, на тестирование. Но, тем не менее, если сравнить с прошлыми годами, очень активно люди приходят на тестирование, узнавать свой ВИЧ-статус. Все желающие могли пройти тестирование в мобильных пунктах, в таких автомобилях ГАЗ, соответствующей красной лентой, которая является именно символом информирования о ВИЧ и СПИД. В данных мобильных пунктах каждый мог просто зайти. Все это проходило анонимно. Здесь сначала психологи проводили консультирование, рассказывали, где они, во-первых, информировали, что такое ВИЧ-инфекция, о методах заражения. После этого проводился анализ. Результаты анализов можно было получить в течение 5-10 минут. Все это проходило бесплатно, безболезненно и очень скоро. Цель данной акции – это именно информирование о ВИЧ-инфекции, а также инфекциях СПИДа, о снижении дискриминации ВИЧ-инфицированных пациентов и, конечно же, мотивировать население проходить тестирование на ВИЧ-инфекцию. Также, друзья, могу напомнить, что для тех, кто ответственно относится к своему здоровью, следить за ним, рекомендуется раз в год проходить и сдавать данный тест. Все желающие еще и завтра, 8 августа, могут сдать данный тест здесь, в городе Якутске, на Комсомольской площади с 12 часов до 18:00. На этом у меня все. Сергей, передаю тебе слово. Полина, спасибо за информацию. Полина Долинская в прямом эфире рассказала о всероссийской акции «Тест на ВИЧ. Экспедиция-2020» в нашей республике. Вандалы вновь совершили нападение в столичном экопарке «Лебединое озеро». Накануне в полицейский участок Якутска поступил звонок от очевидца, в котором он сообщил, что на озере Щорса неизвестные напали на одну из особей, а именно на черного лебедя. На место происшествия немедленно выехал представитель организации БНА. Птицу доставили в ветеринарный пункт, где ей была оказана первая медицинская помощь. Отметим, черный лебедь занесен в Красную книгу. Но это не первый случай, это такого случая. Вот в прошлом году тоже вандалы здесь тоже кидали, убивали уток. В этом году у меня уже, я не досчитал 4 уток, уже нашел мертвым в камышах там в этом. Сразу видно, что камнями или чем-то забили. Из-за финансовых затруднений я в этом году не смог содержать охранников.
Поэтому, ну, думал, и народ уже привык, думал, что обойдется, оказывается, нет. Десять альпинистов из Якутии водрузили Знамя Победы на самой высокой точке северо-востока страны. Она находится в Момском районе. Это событие альпинисты посвятили 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. О том, как проходило покорение высоты, участники экспедиции рассказали моему коллеге Дмитрию Тымырову. Старт экстремальной экспедиции был дан в начале прошлого месяца. В состав группы вошли спортсмены из Совета ветеранов МВД, внутренних войск, спецподразделений, а также представители Федерации альпинизма и скалолазания республики. Случайных людей в группе не было. Подготовка заняла больше года. Цыбанин Георгий Ионович. Вот он у нас специалист, который знает этот маршрут. И он планировал, подготавливал нас. Мы вели свои тренировки уже с прошлого года. Зимой занимались. Для нас это была как специальная подготовка. Мы проходили и водную подготовку, и альпинистскую подготовку. И вот буквально на днях группа вернулась в столицу республики. Как отмечают участники экспедиции, маршрут оказался сложнее, чем они предполагали. С Якутска мы выехали 7 числа, до места высадки, откуда уже начался пеший поход, уже где-то 4 дня мы ехали. Да? Пеший поход, он состоялся где-то порядка 105 километров мы прошли, да? Это уже по горам. Где река Джапканда, мы оттуда уже начали свой старт. Это экстремальные условия. Там, получается, негде просушиться минусовые градусы. Поэтому туда надо подойти подготовленным и готовым к этому. Во время прохождения маршрута не обошлось без происшествий. Потеряли человека. Одному из участников экспедиции пришлось вернуться обратно. Нас было 11 человек именно в пешем походе. Но, к сожалению, там случилось кое-что. И один член экипажа, ему пришлось вернуться обратно в город Якутск. Вот, получил перелом ноги. Естественно, конечно, в горах там каждый шаг, это опасность. Надо внимательным быть. Ну и не знаю, там может быть судьба как-то предотвратила, другое может быть, да, какое-то происшествие. Вот. Ну и дальше уже продолжили 10 человек. 10 смельчаков смогли покорить заветный пик – 3003 метра выше уровня моря. Позади сложные перевалы и горные тропы. И символичное в годовщину Великой Победы водружение Знамени Победы на горной вершине. Также участники экспедиции прямо там, на высоте, устроили импровизированный бессмертный полк. Мы взяли портреты своих дедов, бабушек, тех родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, тех, которые потом строили уже в мирное время нашу страну, отстраивали, да, мы с этими фотографиями там встали и совершили, можно сказать, бессмертный полк. В группе оказалось сразу 2 профессиональных оператора. Они смогли не только покорить высоту вместе со всеми, но и поднять с собой все необходимое оборудование. Мы старались снимать удачные, хорошие моменты. Многие моменты в кадр не попали. После восхождения на пик Победы я чувствовал гордость тем, что поднялся на гору Победы и водрузили Знамя Победы. Благодаря их работе знаменательное событие запечатлено для истории, а Знамя Победы будет еще долго развиваться над снежными вершинами Черского хребта. Дмитрий Тымыров, Андрей Рукавишников, Аян Местников, Момский Улус, Якутск. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами.